Министерство природных ресурсов всерьез взялось за экологию города Карабулака. Сначала решали вопрос за консервированным мусорным полигоном, теперь загрязнением прибрежной зоны реки Сунджи. Своими силами устранить проблему администрации города сложно, и потому природоохранное ведомство республики всячески им в этом помогает. Мы хотим уберечь наши реки, наши водоемы от загрязнения. В этой части вы видите, как это все плохо влияет на окружающую среду. Поэтому хотел бы призвать всех жителей республики убирать за собой. Название города предположительно тюркской языковой группы и переводится как «Черная река». И чтобы это не стало отражением действительности, в рамках всероссийской акции «Вода России» помочь природе, при этом соблюдая все эпидемиологические нормы, вышли 4 подведомственные Минприроды организации: Комитет по делам молодежи, сотрудники местной администрации, активисты молодой гвардии «Единой России», а также местные жители, которым не безразлична судьба города. Большой объем работы ведомств республики невозможно представить без неравнодушных, а точнее бездушных граждан, которые оставили после себя столько мусора, что убирать его пришлось огромному количеству людей. Получается, одни мусорят, а другие убирают. Трудятся и стар, и млад, и мужчины, и женщины. У большинства участников акции это не первый опыт масштабной уборки территорий, в том числе и в этом году. Мы второй раз уже собираемся здесь. Преимущественно это и сотрудники министерства, и добровольцы, и просто неравнодушные жители местные. Все мы понимаем, насколько важно сохранять чистоту нашей природы, прибрежной зоны, потому что много людей приезжает, оставляют после себя мусор. Ингушские экоактивисты вне конкуренции. С самого начала участия в конкурсной программе всероссийской акции «Вода России» наш регион неизменно занимал первое место. Не исключение может стать и год нынешний. Акция «Вода России», она действует давно, она всероссийская акция, не только республиканская, но мы с 2016 года ни разу не проиграли в этой акции. То есть у нас 4 победы, 4 года первое место. Далее мы планируем и в этом году получить первое место. Всего в очистке водоохранной зоны приняли участие около 1000 человек. Участникам субботника пришлось изрядно потрудиться, однако результат проделанной работы стоил того. Общими усилиями в ходе субботника собрано более 1300 мешков мусора. Это место красивое и привлекательное не только для культурных людей, но также и для людей, которые оставляют после себя большое количество мусора. И сегодня мы совместно с множеством организаций, государственных, так и негосударственных, общественных, молодежных организаций собираем тут мусор. Мы сегодня здесь с 9 утра, работы много, но мне кажется, в ближайший час-полтора мы закончим и уберем здесь мусор на ближайший год. Значение подобных мероприятий нельзя преувеличить. В связи с этим принято решение продолжать очистные работы во всех районах региона вплоть до наступления осенних холодов. Хаджимурат Плиев, Ахмет Эсмуртиев, Наиб Цичоев, Вести Ингушетии.